тем, как отправиться в армию, призывники проходят медкомиссию. Врач, психиатр, стоматолог, офтальмолог, невролог и другие. Здесь должны определить, годен ли военнообязанный или нет. На сегодняшний день 2 из 10 призывников остаются в запасе из-за проблем со здоровьем. В данный момент призывную кампанию хоздук добровольцы жбы армии бахбезем бошки анки жбы дук сиец ответы назрание адухи тох вантиспит, потом приходят ответы, так дела подклеивать тох и отправка там. По каким, допустим, сегодня была отправка, у ребят уже были результаты, все подклеило. Таких положительных у нас нету ответов, все отрицательно. Несмотря на большой процент негодных, осенняя призывная кампания в Сунжинском районе проходит по плану. Наряд перед Республиканским военным комиссариатом выполнен на 75%. От Сунжинского военкомата ушло уже 3 команды. Команды ушли в полном составе. Это 16, 20 и сегодня, 25 числа. Ребята наши будут служить, начиная от южных окраин, заканчивая северными окраинами нашего государства. Лица, мужчины, достигшие 18-летнего возраста, обязаны сегодня служить в войсках. Настало время идти в армию, нужно отдать свой воинский долг. Руководствуемся мы сегодня Конституцией Российской Федерации. Конституция нам это говорит. Из Сунжинского военкомата сегодня на срочную службу отправилось 8 человек. Здесь учли предпочтения каждого, в каких войсках они хотят служить. Военный комиссар Сунжинского района напоминает призывникам о дальнейших перспективах. Тот же военный билет можно получить только отслужив срочную службу. Военная специальность сегодня необходима для этих же самих ребят. Есть ребята, которые понимают эти вещи. Они сюда сами приходят, добровольно изъявляют желание уйти в войска. Это поощряется, значит, человек сознательно относится к своим вещам. Есть те, которые уклоняются, по ним у нас проводится отдельная работа. Лица, которые не приходят сюда, в военкоматы, по ним направляются обращения в МВД для принудительного привода. К слову, военный комиссариат при отправке отдает предпочтение тем гражданам призывного возраста, у кого есть высшее или среднее образование, а также водительские права. Хава Гагиева, Султан Магушков, Новости 24.